найти верное решение, да, проблема на сегодняшний день у нас, скажем так, складывается от того, что есть, скажем так, спорные моменты, есть и уголовные дела, да, которые расследуются, поэтому здесь расширенное обсуждение, да, с приглашением всех участников, для того, чтобы все-таки к какому-то последовательно приходить к решению, да, утверждать документацию по территории и далее, чтобы граждане могли полноценно пользоваться земельными участками. У меня единственная просьба, да, придерживаться банальных правил ведения обсуждений. Если кто-то говорит, остальные слушают. Если есть желание выступить, пожалуйста, обозначьте поднятием руки. Придерживаемся порядка, взаимного уважения. Добрый день, уважаемые участники совещания. Сегодняшнее собрание решение прокуратуры города Якутска было рекомендовано организовать совещание с участием председателей СОТов и Россоюза садоводов России для остановления и решения вопросов по земельным участкам и для обсуждения вопросов по утверждению проекта планировки и выживания территории на этих территориях. Ну, территория района озера Суббота, мы по ним работаем уже достаточно много времени. Много вопросов было решено, но осталось еще чуть-чуть по срокам, которые да. В целом мы по Бельскому тракту утвердили всего 15 территорий, перечислил ЦНТ «Десант» в 2018 году, Багульник в 2025, Брусника в 2024, Удача в 2019, Сот-Чахта в 2019, Сот-Мечта в 2018 год, ЦНТ «Надежда» в 2024 год, Сот-Труд в 2025 год, Сот-ПК-3 Сосны в 2025 год, Сот-Нива, так, Сот-Год, Сот-Дружба, Жаран, Энергия и Сукон. Так, ну, это я количество все утвержденные, у нас осталось здесь неутвержденными субпокаленские зоны. Тут есть возникли вопросы по соединению СОНТы. По данным Зигелю у нас действуют следующие товарищества, которые были соединены в субпокаленские зоны. Это СОТ-Прогресс, СОТ-Геолог-2, Рассвет, Горняк, Сургун и Подснежник. Ну, при этом департамент градостроительства и архитектуры у нас поступает отдельные заявления от иных СОНТ. Это вот Энергостроитель, СОНТ Прогресс, СОНТ Горняк. Ну, тут мы видим о том, что в какой-то части Прогресс и Горняк они были соединены протоколами, но поступают отдельные заявления. Соответственно, есть юридические моменты, поэтому вопрос утверждения дальше затягивается. Так, также имеется проблема по утверждению СОНТ «Природа». Так, протоколом от 14.07.17 года «Природа» соединилась с СОНТ «Брусника», но при этом Брусника определил свои документы в 24 году в сентябре распоряжением за номером 1708. Тут аналогичная ситуация, как и по Ленским полям. Также по рассмотрению проекта планировки выживания СОНТ «Природа» были обнаружены несоответствия по границам лесного фонда, и поэтому эта территория тоже до сих пор не обсуждена в градостроительной документации. Также у нас осталось СНТ «Эхо», когда рассматривали выявленные вопросы по несоответствию схеме. Союз садоводов России представили свое заключение. Вот у нас 3 проблемных вопроса остались по утверждению проекта планировки выживания. Ну, кроме этого, есть еще вопросы связанные вот с теми вопросами, которые я озвучил, да, вот так называемые двойники, по
судебного разбирательства. И я хочу представить слово нашему правовому департаменту, когда координирует нас. Добрый день, участники совещания. Да, действительно, на сегодняшний день у нас имеется судебное разбирательство. Всего у нас 5 судебных, это по сотам, расположенным по Юрийскому тракту 16 километров. Это у нас одно уголовное дело и около 10 исков по оспариванию отказа в ДИЗО. Так, по Ленским зарям у нас в производстве Якутского городского суда находилось дело по исковому заявлению Федорова Лазаря Николаевича с УПК Ленских Зори о признании недействительным решения общего собрания членов. Это обжаловался протокол общего собрания. Состоялось несколько судебных заседаний, но так как у нас была неявка сторон, суд оставил данное исковое заявление без рассмотрения. Далее дело «Энергостроитель» находится у нас в арбитражном суде Республики Саха-Якутия по заявлению «Энергостроитель» к Департаменту градостроительства и архитектуры о признании незаконным отказа и утверждении проекта межевания территории. Нас привлекли в качестве третьего лица в окружную администрацию, судебный у нас идет. Далее это прогресс, также в производстве арбитражного суда, также оспаривают они отказ Департамента градостроительства. Первый отказ у энергостроителя – это отказ 556 ДКТЕ от 18 февраля 2025 года. И по прогрессу это номер 557 ДК от 18 февраля 2025 года. Эти отказы у нас оспариваются. Далее Горняк в производстве Якутского городского суда у нас по исковому заявлению Чугунова Максима Леонидовича, СТ Горняк. И здесь у нас привлечены, получается, управление ФНС по Республике Саха-Якутия. Также о признании протокола от 17 августа 2022 года общего собрания учредителей и членов СТ Горняк недействительным, а также признание факта отсутствия правопреемства, признание записи в ИГРЮ недействительным. И дело «Удача к успеху» находилось в производстве Якутского городского суда по исковому заявлению Саргадаевой. СНТ «Удача к СОТ успех», также были привлечены управление ФНС, о признании записи в ИГРЮ и решение государственной регистрации незаконным. Данное дело у нас прошло апелляцию и решение было удовлетворено. Таким образом, это вот единственное дело, которое со стороны, получается, физического лица в СОТу удовлетворено. Так, СНД Багульник, все мы знаем, что в отношении него у нас идут уголовные дела. Общая сумма ущерба составляет около 3 миллионов. Это по приватизации 9 земельных участков. Ну и также у нас действует наложение ареста на данные земельные участки. Они, в принципе, также всем сторонам известны. И дела у нас по отказам ДИЗО у нас обращаются граждане. Данные отказы ДИЗО, они признаются незаконными судами. Суд обязывает повторно рассмотреть заявление граждан, но при этом основание в решении суда указано, потому что не установлено, чья территория на самом деле. И регламент у нас не предусматривает, поэтому суды выносят такие решения в отношении граждан. Хотела бы остановиться на одном деле. Это административное исковое заявление Остапа Валерия Анатольевича. Тоже в данном деле были привлечены у нас третьи лица. Это СУПК Ленские Зори, СНТ Подснежник, СНТ Горняк, СНТ Прогресс, Энергостроитель, Геолог-2, Просвет, Раздолье, Сургун. В общем, все, которые были созданы на тот период, когда рассматривалась данная судебная. Получается, что 26 июня 2025 года решением Якутского городского суда административный иск Остапова был удовлетворен частично. Отказ ДИЗО признали незаконным, но он также еще просил признать согласованный ПКТ ПФД с УПК Ленские Зори. В данном случае судом было отказано. Кассационным определением
все решения нижестоящих судов были оставлены в силе. Ну, вот на сегодняшний день у нас такие судебные находятся в работе. Спасибо. Уважаемые граждане, надо понимать, что сплошь и рядом происходит положение, сплошь и рядом пересечение интересов, поэтому так или иначе завязано на вступлении в законную силу тех или иных судебных решений, одно цепляется за другое, поэтому здесь надо понимать, что только таким комплексным подходом можно здесь двигаться, как только по документации планировки территории одного регионального суда все вопросы снимаются, да, в части соседства, в части первоотводных документов, членства и так далее и тому прочее, вот только тогда ДПТ по сроку может быть утверждена. Как только начинаются какие-то пересечения, спорные моменты, взаимные требования и так далее, все это откладывается до выяснения всех обстоятельств. Далее хотелось бы слово предоставить Союзу садоводов России. Коллеги у нас постоянно принимают активное участие, постоянно мы в диалоге находимся, где-то успешно, где-то не очень успешно, но тем не менее стараемся здесь все-таки действовать целенаправленно, поэтому, пожалуйста. Хотела бы вкратце сказать о том, что у нас есть соглашение с окружной администрацией и Союз садоводов о взаимодействии. На основании этого мы сотрудничаем. У нас есть распоряжение 2017 года, где у нас было 372 СНТ должны были сделать проекты межевания территории с 2017 года. У нас получается, что с 2017 по 2019 год у нас было утверждено 32 проекта. Это один проект в месяц было согласовано до 2020 года. С 2020 года по настоящее время, в течение 5 лет, у нас почему-то проекты не согласовываются, и темпы наши упали в 10 раз. Конечно, хотелось бы этот вопрос более-менее лучше решить, но что-то у нас почему-то не получается. У нас в основном согласовываются где-то около 10 проектов. Это двойники, как называемые у нас. Я вот сейчас, конечно, по данным вопросам, я вот по проектам это вот сказала, я хотела бы предоставить дальнейшее слово Игнатьеву Михаилу Михайловичу, председателю Багульни. Следующий я хочу дать слово Сысолятиной Елене Николаевне по вопросу о ходе судебных разбирательств и Саргаевой Ольге Николаевне о административно-процессуальном утверждении ПКТ, чтобы у нас было в сокращенном варианте. Получается, что у нас Михаил Михайлович будет 3 минуты, скажет вкратце о своих проблемах по состоянию работы с городниками, а Сысолятина Алена Николаевна о ходе судебных разбирательств. Ну и вот Ольга Николаевна, можно в таком варианте? Давайте тогда мы условимся, что выступление с докладчиком будет не более 5 минут. Да. Уважаемые участники, пожалуйста, выступающих не перебирать, да, если будут вопросы, у каждого будет возможность вопрос задать. В пределах 5 минут каждый по порядку, который коллеги обозначили, пожалуйста, всех выслушаем. Спасибо большое. СУМТ Багульни создана в 1987 году на основании решения народных депутатов. С 1987 года по 2018 год жизнь наших садоводов ничем не омрачалась. Пока в 2018 году случайным образом не вскрылось, что уже почти 3 года, с 2015 года нас пытаются захватить двойники, рейдеры. Оказывается, можно спокойно жить, заниматься своими делами и не подозревать, что в это время мошенники создают некоммерческие организации, берут почти абсолютно одинаковые наименования с действующего суда и спокойно подают документы на похищение земельных участков, можно так сказать. Каким-то образом у этих мошенников оказался доступ к архивным данным всех судов, начиная от учредителей документов 80-х годов до членских записей. И вот эти люди создают двойника СОМ Багульни 2015, который потом переименуют еще раз, чтобы больше запутать всех.
и будут в итоге называться ЦМТ «Багульник». И даже в уставе прописали, что являются правопреемниками суд «Багульник», настоящего суда. И эти двойники без труда получили от окружной администрации все согласования и утвердили ППТ и ПМТ на нашей же территории. Фактически имели узаконенный им захват. На этой волне они успели незаконно приватизировать 9 земельных участков, причинив ущерб окружной администрации более 3 миллионов рублей. Только по случайности это стало нам известно, и мы обратились в прокуратуру. Сейчас заведено уголовное дело от 25 октября 2023 года по факту похищения 9 земельных участков, где следствие установило факт создания двойников и незаконной приватизации. Вроде все решено, но вместо помощи мы получаем отменить только палки в колеса. Во-первых, ППТ и ПМТ нам отменили без уведомления и предупреждения. Заставили разрабатывать новое на том же месте. Во-вторых, всем нашим членам отказали в получении участка. Все мы прошли через все судебные инстанции, от Якутского городского суда до 9-го суда, до кассационного. Мы устранили все замечания, избавились в адресном реестре от двойников, внесли свои в ЕГРН, в адресную, утвердили новое. И мы устранили все замечания. Как так получилось, что мошенники фактически законно похищают земли и наживаются на этом, и при согласовании им все разрешают. А настоящему ЦМТ везде отказывают, только через суд. Наши члены ЦМТ уже после кассации за незаконный отказ взыскали с медиа судебные расходы, которые точно не были учтены, наверное, в бюджет медиа. Считаю, вот эти судебные расходы, отказы без основания, которые пустую трату бюджетных средств. Преступность это, можно сказать. Может, это умышленно делается. Все. И вот это самое, нету Виктора Александровича, я хотел к нему обратиться. Вот всегда как возбудили уголовное дело, лица до сих пор не установлены. Когда всем известно, ЦМТ «Багульник», двойник ЦМТ «Багульника» это Уваров Борис Николаевич и соучредитель Григорьев Савва Иванович. Вы имеете в виду Виктора Александровича прокурора? Уверен, да. У нас есть представитель городской прокуратуры. Ага. Я хотел к нему обратиться. И каким-то образом, ЦМТ на Бескалите осуществил постановку на государственный кадастровый учет земельного участка, не имея документов, ни ППТ, ни ПМТ. И я хотел обратиться, наверное, к вам, Антон Алексеевич, чтобы вы дали информацию, основанную на фактах, дать объективный ответ по этому вопросу. На какой конкретно вопрос хотите? Как энергосовитель умудрился поставить кадастровый учет? Вы же услышали, на сегодняшний день есть возбужденное уголовное дело, есть суды, дается всему оценка. При завершении всех, в том числе проверок и так далее, будет всему дана оценка. Какой вам ответ сейчас дам? Михаил Николаевич, время истекло. Сейчас предоставляется слово Сысолятиной Алене Николаевне. Добрый день. Я бы хотела напомнить о том, с чего мы начинали работу в 2023 году здесь же, в Большом зале. Также мы присутствовали на многих заседаниях у курирующего зама Антона Анатольевича. В 2023 году Вера Ивановна ко мне обратилась с вопросом того, что Ленским зарям не утверждается проект планировки межевания территории. Основной причиной тогда являлось отсутствие подписей лиц, которые присутствовали на собрании. Напомню, что речь идет о протоколе, который датируется 26 августа 2018 года. Затем на заседании комиссии без суда мы установили, что в принципе подписи не требуются, поскольку протокол был составлен в период действия 66-го федерального закона, который требовалась только подпись председателя
председательствующего и секретаря комиссии. Далее выявилось то, что на этой территории появились некие двойники, и нам было предложено конкретно через судебные органы хотя бы одного двойника, который присоединился к спецзарям, признать недействительным. Тогда нам сказали, что вопрос утверждения нашего проекта будет принят обратно в работу. Так и не вступили. 9 августа 2024 года СНТ «Геолог-2» был признан по иску физического лица, члена СОТ «Геолог-2» Костричной Светланы Леонидовны, которая из первоначального списка. В общем, запись ЕГРЮ была признана недействительной. Это судебное решение прошло проверки во всех судебных инстанциях нашей Российской Федерации. И в этом решении содержится указание на то, что протокол был составлен с грубейшими нарушениями, то есть не было кворума. При первоначальном количестве граждан 69 человек, 7 человек принимали решение о том, что они будут правопреемниками СОТ «Геолог-2». Из них только 3 члена были из первоначального списка, остальные 4 это были люди, которые на судебном заседании не смогли подтвердить происхождение своих земельных участков. Соответственно, они были признаны судом не собственниками данных земельных участков. Также было установлено, что данные лица «Геолог-2» предоставили ФНС форму Р-17-01, которая была признана недействительной еще с 2020 года. И я бы хотела сказать и обратить внимание всех на то, что все двойники, которые созданы, а это подснежник, это горняк, это прогресс, имеют абсолютно аналогичные протокола. То есть форма нигде нет. И этот протокол можно признавать ничтожным без суда. И я бы хотела как раз обратиться к окружной администрации, чтобы вы взяли на контроль этот вопрос и помогли ДГТИ и ДИЗО осуществить, наконец-то, самостоятельную правовую экспертизу, не ссылаясь на прокуратуру, не ссылаясь на судебные органы, не отправляя нас судиться дальше, да? Просто запросить данные у ФНС, я думаю, что ФНС вам эти данные предоставит, и убедиться в том, что эти соты двойники созданы не по закону. Уже имеется решение суда, но почему-то проект наш до сих пор не утвержден. И точно так же в ноябре прошлого года у нас прошло судебное заседание по удаче. Здесь истцом было не только физическое лицо, но и СНТ «Удача». Они судились суд «Успех». Вот председатель здесь присутствует, Туголусова Наталья Михайловна. Вот она тоже подала недостоверные сведения в ФНС. Опять-таки форму Р-17-01, при этом СОТ «Удача» уже существовала, для нее был утвержден проект планировки межевания территорий, 80% членов уже построили дома, оформили их собственность, но остальных 20% ДИЗО предпочитает отказывать. Я считаю, это тоже незаконно. Также хочу обратить внимание, что часто к нам приходят отказы, где содержится вообще недостоверная информация с перечислением всех юридических лиц, которые есть в ЕГРЮ. Например, СОТ-Рассвет существует как на Ваганском тракте, как на Покровском тракте, так и на Нацистском тракте. Но почему-то вот этого подснежника пишут всем членам подснежника и отказывают по этим основаниям. Я думаю, если бы ДИЗО хорошо проводила правовую экспертизу и было нацелено не только на отписку, а на то, чтобы установить истину и как-то помочь гражданам, такого не было бы. Далее хочу обратить внимание на второй блок наших судебных тяжб. Это арбитражный спор, который сейчас действительно идут в арбитражном суде по прогресс и энергостроитель. Здесь вообще хочу обратить внимание на вопиющий случай, поскольку у нас прогресс в 2007 году был самостоятельно ликвидирован его бывшим членом Горбуновым. Но, несмотря на то, что в 2007 году у нас прогресс был ликвидирован, запись о нем была признана уже недействительной в ЕГРЮ, каким-то образом в 2021 году появляется опять двойник прогресса. Насколько мне известно, по Гражданскому кодексу у ликвидированного юридического лица правопреемников быть не может. Соответственно, это тоже говорит о ничтожности вот этого двойника. Далее по энергостроителю мы тоже изучили его документы. Первое – это протокол. В протоколе заседали всего лишь 3 человека. Из них только один Берестенков является членом из первоначального списка. Затем они, конечно, добрали людей до нужного списка и меняют себя правопреемниками энергостроителя. Я думаю, тут даже не надо быть юристом, чтобы установить, что он не является правопреемником СОТ «Энергостроитель». Также они вот каждый раз в суд предоставляют акт, якобы государственный акт, о том, что они имеют право на эту землю. Но у нас есть экспертиза, землеустроительная экспертиза, которая гласит о том, что данный акт никаких координат
документов не содержит. То есть абсолютно непонятно, где этот сотэнергостроитель должен быть конкретно расположен. И третий блок, самый для нас больной блок, скажем так, это административные иски физических лиц, которые оспаривают отказы в предварительном согласовании земельных участков. Вот сейчас девушка из правового департамента нам сказала как раз судебный процесс по Остапову. Я бы хотела сказать, что дальше он не оспаривал только по причине своей смерти. Он умер, так и не дождавшись, что вот мерия исполнит уже решение суда. Тетерина у нас родила 9-го ребенка, пока ждала, пока ДИЗО ей согласует предварительное согласование предоставления земельного участка. Я думаю, тоже можно провести какую-то экспертизу, сослаться уже на устоявшееся решение суда и прекратить отказывать физическим лицам по надуманным основаниям. Я тоже прошу окружную администрацию взять этот вопрос на особый контроль, поскольку ДИЗО, я знаю, просто завален исковыми заявлениями от граждан, которые вот страдают от таких отписок. Коротко прокомментирую, да, действительно вопросов очень много, мы с этим абсолютно не спорим, и вы сами прекрасно понимаете, что и частных вопросов, и глобальных вопросов, да, как по каждому соту, так официально по 16 километру, их довольно много. Каждый здесь, который прозвучал, я в моменте прокомментировать не смогу, да, но так или иначе по каждому из них либо вот в формате обращения, да, либо в формате включения в протокол, я думаю, мы отработаем. Да. Судебная практика постепенно формируется, будем на нее опираться. Там, где есть возможность, скажем так, ее тиражировать, да, если правовое поле нам это позволит, я думаю, что здесь коллеги, опытные юристы, они правильные решения примут. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего заседания. У нас, я выступлю по административному регламенту, есть у нас нарушение или нет в отношении Ленских зарей. Мы видим то, что есть вопиющее нарушение всех сроков, которые могли быть, вообще могли быть разумные сроки, все они прошли. С 2018 года, когда 26 августа 2018 года Ленские зори, проект Ленские зори был утвержден на общем собрании. И с этого момента члены СПК Ленские зори ждут утверждения у окружной администрации нашего своего проекта планировки и межевания территории. Именно утверждение проекта планировки и межевания территории все бы вопросы, если бы утвердили бы, сняло бы, поскольку не дало бы возможности появиться этим двойникам. У нас есть конкретные сроки, все мы понимаем, все мы юристы, многие из вас юристы. 15 дней отводится в соответствии с законом. Сейчас 4 статьи 46 Городкодекса. Орган местного самоуправления городского округа в течение 15 рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям. И, соответственно, если соответствует, то утверждает, если не соответствует, то на доработку отправляет. У нас с 2018 года, посчитайте, сколько времени ушло. При этом мы знаем о том, что в наших документах вот последнее, то, что капля было, это летом 2025 года вообще на неопределенный срок приостановили до окончания какой-то прокурорской проверки. Мы же понимаем то, что нету в законе, в Городкодексе понимания того, то, что приостановление, рассмотрение проекта планировки территории может быть вообще административным регламентом вообще не предусмотрено. Мы понимаем то, что если у окружной администрации работ много, подумали вначале, незаконные действия же могли бы обжаловать, но не стали, потому что мы понимаем тоже, но сколько может это длиться? Вопрос такой, наверное, больше риторический, но тем не менее вот сегодня получается энергостроитель, который, помните же, да, вот все мы ездили, вот Антон Андреевич, ездили мы на местности смотреть территорию, действительно ли энергостроитель, и у Ленских зарей совпадают вот эти границы, потом действительно ли есть места, которые могут быть затронуты интересы
третьих лиц, есть ли постройки или нет построек. Ездили, утвердили, протокол осмотра, все сделали, но опять же, этот протокол осмотра, видимо, вот сидит председатель Сургуна один, он тоже ездил, посмотрели, вроде бы никаких нареканий не было. А сегодня мы узнаем о том, что энергостроитель в части Сургуна-1 и в части Раздолья захватил их территории. Поставлен на кадастровый учет, тогда как еще в каком году, в 2020-2021 году, был инициирован из окружной администрации 11 августа 2021 года о снятии земельного участка с государственного кадастрового учета в отношении энергостроителя. Мы понимаем то, что ранее учтенные земельные участки по 218 федеральному закону, что они должны? Это орган местного самоуправления должен либо снять его, или действительно признать. Но в то же время 6 октября 2021 года был принят отказ ИСА окружной администрации от иска. И я тут смотрю очень один любопытный документ о том, что когда энергостроитель подавал, Григорьев Сава Иванович, документ на утверждение, и тут есть отложить, ну, рассмотрели, комиссия рассмотрела, отложили, попросили предоставить список членов СОД. Там только один Берестенков, только с предыдущего списка есть, а все остальные просто люди с улицы, мягко говоря. Потом проект межевания направить на согласование МГУ АЗО. И еще есть такое любопытное. Председателю СОД Григорьеву записаться на прием к заместителю главы по развитию территории Григорьеву Евгению Николаевичу. Уточнить границы СОД Ленские зори. Вот все то, что параллельно то, что и шло, и идет к тому, то, что окружная администрация в итоге поставили на место Ленских зорей, где проект якобы как ранее учтенный объект энергостроитель. Я считаю, что это вопиющее вообще нарушение наших прав. Именно прав людей, которые с 2018 года с терпением, вообще с терпением ждут решения окружной администрации по этому вопросу. Спасибо за выступление. Как я уже сказал, всем действиям будет дана в результате проверки оценки, поэтому на каждый эпизод или на каждое высказывание я сейчас не смогу просто физически прокомментировать это дело. Добрый день. Сейчас я объясню. Я председатель энергостроителя. Я вот знаю, это 16-й километр 2000 года. Это я подал вот это, где озеро, да, заявление, через СОД моста. А документы лежали вот в департаменте. Они пользовались, вот Устинова Вера Ивановна, пользовались. Я уже 15-16 года 2 раза подал. А они мои документы взяли и подали вот эти, через эту удачу. А удача организована, хитро организована. И сперва они открывали вот это, да, удача. А раньше удачи не было. Они вот успех открыли СОД, потом через неделю переименовали именно на удаче. А как вот эта удача, да, старый СОД, и вот объединили 4 СОДа. И вышли за генплана 16 километра. У них нету вот этого объединения. С налогу на есть справка. Вот юристы есть, вот двое сидят, да, социальные выделения. Они юристы. А как они юристы, ты не знаешь, да, никакого объединения не было. Вот они защищают, вот. Я думаю, вот они вот это, да, юристы. На кого работает-то? Получается, что они как мошенническая схема работает, не поддерживают Устинова. Вот она хитро поступила, а у них-то не было вот этих генпланов, удачи. Они объединили это СОД, да, вот эти, космофизику, Керакулу, успех и удачи. И они вышли за генплана, а документы пользовались, это старые документы. Это Керакула, космофизика, и это еще Эстим еще объединили, когда Эстима вообще не было там 4 года. Вот они борются уже, как будто мы в эти были, стали по старым документам, да?
Они вышли за генплана. И никаких обвинений не было. С налога есть справка. Они судятся вот какие-то лета. И такая же картина тоже вот сами смотрите. В Ленинском зоне. Там они обвинили больше 10 соток, да? Больше 10 соток. У них нету такого документа, обвинение было. Пускай спрашивают, пусть ответит-то. Никакого обвинения не было в Ленинском зоне этиками. У меня просьба, пожалуйста, давайте... Куда здесь? Не было. Подождите, пожалуйста. У меня просьба, уважаемые участники, давайте мы вот от взаимных обвинений и дальше какие-то... Я по факту говорю, по факту. Налога есть Послушайте меня, есть. пожалуйста. Пожалуйста, выступайте, но без обвинений в адрес коллег или соседей или товарищей, пожалуйста. Вот, с налога есть справка. Никаких обвинений не было. Вот этой удачи не было. Это Ленинскую зону, 55 гектаров, они замахнулись. Даже вот я так вот, могу так сказать, да? Полномочия и взяли администрацию они там. 362 участка распределили. Это те-то полномочия распределяют. Обвинение незаконное и распределяют. Вот этим делом занимается Устина Геля Ивановна. Она распределила. И все знают. Она взяла полномочия администрации. На какое основание она взяла эти полномочия? Такая же картина в удаче тут. Есть такая же картина вот эти. Нива, сот Нива. Она объединила территорию сота. Вот они и борются, да, как будто мы боремся за дачников там. Они наоборот, массивные схемы там они борются там, под головой вот этих Устинова. Еще есть эти, Чагда захватила территорию этой, Черекула, половину, 20 участков. А всем этим планировкой, да, планировки, не сделала, куда сделала-то? Это Игорь, друг товарищ, Щелкин, 400, вот она и делала. Сейчас мы подаем вот копии, так, сейчас мы прокуратуру даем эти исчеты, пускай разбирается. Вот так и работает, вот Устиновская команда. Там у них еще два ветерища юриста есть, и вся одна команда не Костейкова даже. Они все сюда ходят там, и как будто они правы там. А они говорят, мы за народ боремся. Какой-то народ, они мошеннической схемой работают. Вот. Я вот такой. Их не надо допустить работу в департаменте и в юридических делах там, в этих юристов. А рано поздно все скроется там. Пока время не тянет там. Дело заведено в Ленинском зоне, да. По отдельным документам они 362 человека впустили. И мертвых тоже. Сейчас она идет, уголовное дело заведено. Есть у меня еще время? Нет? 5 минут вышло, уважаемые. Ну ладно. Слава Иванович. Я могу еще сказать кое-что. Еще раз, да, второй раз обращаю внимание конкретно вас и всех желающих выступить. Пожалуйста, предельно корректно, да, мы здесь собрались не для того, чтобы переругаться. Пожалуйста, у кого есть вот желание, да, есть какие-то материалы, вот, пожалуйста, вносите, мы все их будем приобщать к рассмотрению всех проектов. Абсолютно никто здесь не ограничен. Спасибо вам за выступление. Уважаемые коллеги, вот по повестке, по регламенту мы выслушали, да, но мы работать не заканчиваем. Еще раз, да, у нас здесь присутствуют в том числе представители городской прокуратуры, видят и слышат, что здесь происходит, какие позиции, да, у представителей сотов, председателей или юристов, да, тоже, я надеюсь, будут правильную оценку всему давать, фиксировать, да, какие проблемные вопросы есть. Просьба выступать по существу, если есть какие-то конкретные предложения, их вносители с просьбой приобщить к протоколу. Просьба все-таки не повторяться, если, скажем так, основные тезисы вашего выступления уже прозвучали. Пожалуйста, представьте, чтобы все понимали. Андреевна Павел Викторович, суд и округ 2 Новошлеменские зоны. Я бы хотел в защиту Веры Ивановны сказать. Такую работу, которую проводит Вера Ивановна, знаете, вот суд у нас было собрание, у нас в суде существовал участок.
все эти нападки на Веру Ивановну, я вот ее защитил как человека, прежде всего и как специалиста. Потому что все, вот у нас сколько человек, 13 человек старейших, вот я самый молодой, 61 год, а самые старые 82 года. Вот, у нас уже люди многие не могут и приходить, и там через сыновей, через всего. Вы до сих пор вот, обращались в суд, и вот на вас были встречи. Мы не можем не получить никакие документы. Огромную работу она делает, поднимает с архивов везде все справки. Мы были, вот, вызывали нас в прокуратуру, и были на судебных заседаниях о фильмах мошенников, признали их мошенниками, и установили мы, что имеем право по наследству. Вот, но сдаем документы, мы никак не можем это получить. Вот, пожалуйста, по Ленским зорям, его ВК, которого посодействуйте, мы не можем ничего сделать. Вот, представляете, с 1986 года то одна причина, то вторая причина, то нету каких-то протоколов, все предоставляем, сдаем в ВКЦ, отказывают. Сейчас вот ждем согласования, мы обращались уже к прокуратуре, везде были проверки. Вот, и помогите Вере Ивановне в этих вопросах. Она большую работу делает. Спасибо. Спасибо за выступление. Здравствуйте, я представляю СНТ «Природа». Хотела бы уточнить, публичное слушание нам предлагали утвердить границы старых границ, то есть как было дело. И выпускники. Но в тот момент против выступила Вера Ивановна и сказала, что у нас идет присоединение друг к другу, как правило, мы посмотрели, как бы, мы не присоединены друг к другу. Но Труснику почему-то утвердили в старых границах, а нас так и оставили. То есть сейчас мы подаем в старых границах, и нам отказывают, потому что говорят, что мы заходим на земли лесного фонда. Вопрос, почему, когда мы предлагали в старых границах утвердиться, а сейчас нам отказывают? Потому что территория выходит, накладывается на землю лесного фонда, и эти территории мы не можем. Понимаю, в свою очередь, повторюсь, да, было предложено в старых границах нам утвердить план ПМТ. А сейчас, когда время прошло, почему-то Брусника, при том, что как будто мы присоединены друг к другу, они оформили план ПМТ, а мы не можем. И как вы предлагали в старых границах это сделать, это тоже невозможно получается. Потому что часть дороги заходит на земли лесного фонда. А как тогда могли предложить это нам в 2024 году в старых границах оформиться? Граница СНТ «Природа» действительно налагается на границы земли лесного фонда. Это у нас зона в реестре сидит. И вот это в 2023 году. В 2023 году его утвердили, и мы с тех пор смотрим вот эти границы. Граница СНТ Брусника, она никак не находится. Да, они дальше находятся. А граница природа действительно накладывается, но вы можете приложить письмо с мимикологией согласования. Есть письмо с мимикологией, просто сейчас председатель в отъезде, поэтому я сейчас прям предоставить не смогу, но оно есть письмо. И все равно отказ. Дмитрий Анатольевич, он сказал, что конкретных ответов письменных на бумаге нет. Есть только по звонку, когда он спрашивает, что по вашему делу. Хорошо, я в этот момент уточню по регламенту. Нет, ну просто в 2024 году конкретно здесь на заседании было предложено в старых границах. А почему сейчас нельзя в старых границах? Хотя принято 23 года. Добрый день, Васильев Альберт Николаевич. Я представитель актива микрорайона для многодетных, которые были выданы, там 964 участка, мы официально еще не зарегистрированы. Вот с Семеном Афанасьевичем мы несколько раз проводили очные встречи, и раза 2-3 было у нас онлайн встречи по наименованию нашего микрорайона. У меня просто вопрос. Вот я, честно говоря, не ждал, столкнулся, что здесь такие бывают, оказывается, двойные какие-то такие двойники. Кому можно обратиться там, в правовом департаменте
губернатке или где в мэрии, чтобы проконсультироваться, как грамотно нам учредить организационно-правовую форму, чтобы как бы избегать на будущее вот такие вот неурядицы, получить консультацию. Кому можно обратиться? У меня такой вот вопрос, чтобы потом нам опять так же вот не сидеть и, не знаю, припираться между собой. Спасибо. Спасибо. Тут надо сразу успокоить, это многодетные новые территории, да, механизм совершенно другой. Вот это отдельная история, новые участки, у вас никаких притязаний не может быть, потому что ваши земли, меняют категории, это совершенно новые земли. Никаких прав притязаний не должно быть. Организоваться, они уже организованы, между собой группу уже создали, мы сейчас с вами работаем. Нет, нам организационно-правовую форму надо будет. Спор создания. Хорошо, ладно, давайте в этот момент работаем с нашими коллегами, состыкуем эти вопросы. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, я представитель многих кооперативов 16-го километра, зовут меня Питерский Владимир Сергеевич. Вот хотел ответить на предыдущий тезис, поскольку, как Совтрансвет, который не может существовать якобы где-то там на 15-м, на 16-м, Шатае или еще где-то. Возьмем, к примеру, урожай, который Союз садоводов был объединен с брусникой природой. Он существует на 15-м километре. Там есть урожай действующий и урожай один. Где нашли урожай на 16-м километре, извиняюсь, неизвестно. Но СНТ брусника утвержден ПНТ, и мы каждый год вынуждены ездить в ОБЭК, в полицию и в прокуратуру и давать объяснения, на каком основании. Вот здесь тоже непонятно, откуда взялся урожай. А если мы посмотрим карту 22 года, которую предоставил Союз садоводов, я ее могу подтвердить, я ее сам подписывал как представитель. Опять же, возьмем пример СНТ «Удача», которая почему-то стоит печать, утвержденная Ленскими зарями, но находится 22 год, согласованные границы этой карты. Но почему-то утвержденный ПНТ 2018 года абсолютно в другом географическом месте находится. Это второй вопрос. Опять же, теперь по поводу Ленские зори. Оказывается, по мнению представителя, в принципе, чтобы взять себе 90 гектаров земли, достаточно только одной бумажки и подписи председателя. Кто его избирал, опять же, неизвестно. Но чтобы оформить документы, восстановить кооператив, продолжить дальше деятельность этого кооператива, подписи 7, 10, 20, 30 недостаточно. Все ссылаются на проект межевания территории. Это не является правоустанавливающим документом, и про заключение кадастрового инженера, который говорят представители противной стороны, так скажем, тоже не имеет под собой никаких доказательств и обоснований. Это взятые точки из своего же ПНТ. Я уже не буду опять же говорить про подписи умерших людей, это доказывает факт, и присутствие живых людей, которые также написали заявление в полицию, чьи подписи подделаны. Дальше не буду, я думаю, в принципе, этого пока что достаточно. Еще раз повторяю, да, вот у нас здесь очень много, да, прозвучало тоже много всего. Вот каким материалом хотите, уважаемые председатели, да, представители и так далее, дополнительно приобщить, пожалуйста, коллеги, все зафиксируют, да, чтобы в дальнейшем это попало в работу. Есть ли еще выступающие, или будем завершать? Давайте еще разок, не более 3 минут. Еще раз отметьте, а как вот нам сейчас У вас сейчас статус какой? Мы сейчас давали в МТЦ, нам сказали, распоряжение. Были судебные решения по всем. Вы сдавали как геолог 2 или как? Мы сдавали, как вместе с коллективом. Сейчас на рассмотрении, который у нас проект, да, по, к сожалению, в общем, по Ленским зорям. Как быть надо? Пожалуйста, подскажите. Здесь, наверное, в любом случае нам придется дожидаться и вступления в законную силу всех судебных решений, да, и всех проверок. Поэтому понятно, что де юре мы сроки рассмотрения нарушаем, как
коллеги сказали, да, в течение 15 дней мы должны это. Здесь я не могу не согласиться, что да, с нашей стороны несоблюдение сроков имеется, но здесь как бы есть объективные причины. Потому что мы хотим не 15 дней, а 15 месяцев рассматривать, да, потому что хотим принять верное решение, которое было бы принято в интересах большинства либо в соблюдении законных интересов. Поэтому здесь надо посмотреть, на каком... Наша комиссия, извините, еще раз буквально по слову, у нас с 1986 года участок находится наши 15 человек. У большинства здесь присутствующих, да, у большинства особо первоотладные документы 80-х годов, конца 80-х годов, с этим никто не спорит, да, но вы сами свидетели, да, здесь разные стороны присутствуют, есть взаимные вопросы, есть взаимные обвинения, мы здесь вынуждены выступать чуть ли не в роли органов следствия, чтобы определить, где действительно прав, кто прав, чьи интересы здесь в том или ином, при том или ином решении затрагиваются, да, чтобы, не дай бог, не принять решение неверно. Поэтому все идет не так быстро. Ну, а официальные сроки, наверное, каким-то ответным письмом вам ваш адрес. У вас тоже еще выступление? Буквально можно, секундочку, еще один вопрос. По поводу так называемых, как все говорят, двойники. Не знаю, что это за термин, может кто-нибудь когда-нибудь расскажет, но, к примеру, представители ГИО-2, да, они протокольно считают, что они объединились вот, за 2018 год. Из первого одного списка в судебных делах участвовала Андреева Дарья Петровна. Она считает, что она тоже объединилась в Ленинские зори, однако в 2024 году, неизвестно по каким причинам, она стала председателем ГИО-2. Это разве не является двойником? Если они объединились, зачем они создают одно и то же, какое-то юридическое лицо, которое по факту уже тогда считается двойником? Так ГИО-2 это кто тогда? Где он расположен? В каких границах? Вот хотелось бы узнать тоже у представителей. Смотрите, да, я понимаю, что вы юрист, да, и, наверное, привыкли участвовать в судебных процессах. У нас здесь нет судебных процессов, я здесь не судья, и здесь мы решения не вношу, да, для того, чтобы объективно рассматривать каждый вопрос, да, нужно его прорабатывать, изучать и так далее. Вот здесь сейчас у меня конкретного ответа, почему тот или иной гражданин сначала объединился, потом разъединился, а потом поделился, да, и потом, может быть, дематериализовался, я вам не дам ответа, да, и на воздух появился. Вопросов много, да, которые вы сейчас задаете, вы их сейчас задаете просто в воздух. Я не смогу на них ответить, я не думаю, что кто-то здесь присутствующий окончательно и всемогущий тоже сможет ответить. Еще раз, да, вопрос хватает. Органы правоохранения здесь тоже должны дать этому соответствующую оценку. Давайте по повестке. Ну, по повестке мы уже практически все вопросы прошли. У нас выступил правовой департамент и департамент представительства архитектуры, дали возможность высказаться всем желающим, кто, ну, коллеги, уже пошли по второму кругу, да, мы можем, наверное, до утра. У меня чисто по велению и по вопросам именно касательно сегодняшнего выпуска. Антон Ильич, скажите, пожалуйста, по итогам сегодняшнего заседания протокол, какие рекомендации будут содержать и когда нам будет отправлен протокол? Вот это как будущее. Протокол всем участникам отправлен однозначно будет. Дословно, что мы в протоколе сформулируем, я сейчас не готов сказать, да, это будет в том числе зависеть от всех поступивших дополнительных материалов, которые вы хотите приобщить к сегодняшнему мероприятию. Если таковых не будет, то мы постараемся по всем поступившим на сегодняшний день заявкам на утверждение, в том числе документации по планировке территории, указать объективные реальные сроки. Для этого нам нужно все часы с оглядкой на имеющиеся в сегодняшний день судебные тяжи. Какое-то время нам на это понадобится. Я предполагаю, что в течение недели нужно облачно готовим к решению.
Порученческие пункты, которые сегодня прозвучали вопросы, стараемся сформулировать и тоже протокол оформить. Пока мы только как будут еще слова. Еще вопрос, давайте это будет последний. Да. Смотрите, по уголовному делу, хочу спросить, что вы по уголовному делу, как стороной стало коммунальная организация, правильно? Вы заметили, что какие? Я это дальнейшее прокомментирую исполнение. Почему до сих пор вот эти люди, да, вот, причастные вот к этому преступлению, даже не обнаружены, не установлены? Да, это следствие, на самом деле. Мы со стороны окружной администрации полностью предприняли все меры. Это наложение ареста на эти земельные участки, это оценка была сделана, которая составляет материальный ущерб на общую сумму около 3 миллионов с лишним. Поэтому со стороны окружной администрации работа проведена, а следователь, в свою очередь, у них ведется допрос лиц, круг лиц определен у них, поэтому на данный момент нас вызывали всего 2 раза, поэтому как они ведут работу, мы тоже не можем вмешиваться, потому что у следствия свои сроки они отрабатывают, поэтому я думаю, что на сегодняшний день, если мы не имеем постановления об окончании, значит у нас следствие ведется в рамках уголовного производства. Я спросил, почему вы инициативу свою не проявляете? За это не года. Чего? Ну, качество потерпевшей стороны. Вот, насколько я знаю, вот эти участки, на них не наложены аресты. Уже... Арест наложен за данный участок. Когда наложили? Смотрите, пожалуйста, в прошлом году, например, сделали вот манипуляции. Есть возможность? Манипуляции это какие? О чем речь? Ну, наверное, не знаю. Я не знаю, что вы говорите, но... Если вы в чем-то обвиняете или что-то заявляете, вы уже сказали, говорите, вот что за манипуляции, или какой ответ вы хотите услышать на свой вопрос? Территорию участка, например, переделали, кто-то там уже перепродавал, например. Чем это подтверждается? Ну, дальше, можно запрос сделать тогда. Вы же сейчас заявляете, я вас спрашиваю, чем подтверждается, что кто-то перепродал какие-то изменения границы или еще что-то сделал. Вот, на основании чего будет? Ну, это просто собой сейчас не будут. Нет чего. Ну, бумаги будут. В любом случае, я поясню, что 6 февраля 2024 года были наложены аресты на эти земельные участки. Если у вас есть какие-то материалы или что-то дополнительное, добро пожаловать в 606 год. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые друзья, наверное, может быть, нам следует почаще собираться в таком формате, может быть, какие-то более конкретными группами, где есть взаимные споры между отдельными сотнями, да? Но тем не менее, стараемся все-таки двигаться к разрешению этого вопроса, да, с 86 года он запутался, да, и, наверное, все-таки моментально его разрешить не получится. Но, тем не менее, я всех благодарю за активное участие. Будем делиться дальше. Всем спасибо.